Добрый день, с вами компания Прогресс Авто и город Новосибирск. Сегодня у нас на обзоры японский мини-трактор Kubota ASTI A13. Очень компактный, небольшой трактор в отличном состоянии во всех отношениях. Сделаем небольшой обзорчик по нему. Так, начнем с резины. Передняя резина в хорошем остатке, без явных потресков. Задняя резина также в хорошем состоянии, есть паутинка потресков небольшая. Остаток хороший. В комплекте с трактором идет почвенная фреза. Такие ножи у ней. 115 сантиметров рабочая ее часть. В таком состоянии, такой комплектация. Идет она с гидронаклоном. Итак, заднее колесо с обратной стороны в отличном состоянии. Очень мелкая паутинка трещин. И вот тут тоже немножко присутствует. Ржавчины нет. Коврик практически целый. Переднее колесо в отличном состоянии. Еще в приличном остатке, в принципе. Итак, комплектация: функционал сцепления, управление светом, поворотами, сигналом, левое колесо, рычаг ручного газа, сдвоенный тормоз, педаль газа, зажигание, блокировка двигателя, блокировка заднего моста, рычаг поднятия и опускания фрезы, пульт управления фрезой, рычаг управлением гидронаклоном фрезы и переключение на автоматический и на механический режим. Трехскоростная коробка передач на вал отбора мощности, одна скорость задняя и две скорости передние. 4 скорости на ходовую коробку передач, 3 вперед, 1 назад, и повышенный, пониженный ряд скоростей. Сиденье в идеальном состоянии. С задней стороны сиденье чистенькое, аккуратное, нет никакой ржавчины, даже намека. Трактор в очень хорошем состоянии. Итак, сейчас мы посмотрим, как работает фреза, поднятие, опускание, гидронаклон и как крутятся ножи. Наработка у нашего трактора 756 моточасов. Сейчас попробуем завести трактор. Ждем, пока погаснет лампочка накаливания свечей. И заводим. Трактор заводится идеально. Итак, поднятие и опускание фрезы. Опускаем фрезу с помощью рычага. Поднимаем фрезу. Еще раз опускаем. И немножко приподнимем для того, чтобы проверить гидронаклон. Итак, в одну сторону наклон, в другую сторону наклон. Гидронаклон работает. Итак, сейчас мы проверим, как работает наша коробка передач. На пониженных скоростях переднее движение вперед и движение назад. Сейчас стоит на самой пониженной. Включаем первую скорость. Включаем вторую скорость. Включаем третью скорость. Итак, переводим в повышенный режим.
на первой скорости, второй скорости и третьей скорости. Итак, сейчас мы проверим движение назад. Так. На пониженной скорости едем назад. Делаем чуть повыше. И еще маленько повыше. Руль крутится достаточно не совсем легко, но в принципе можно управлять и одной рукой, но двумя в принципе будет вообще очень хорошо. Теперь давайте заглянем в подкапотное пространство. Капот открывается очень легко. Все в хорошем доступе. Аккумуляторный отдел. Здесь все тоже все сухо. Все аккуратно. Также с обратной стороны. Все имеет очень хороший доступ. Итак, с вами была компания Прогресс Авто и город Новосибирск.